Телеурок. Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас на уроке русского языка. В русском языке, ребята, есть буквы, которые обозначают только мягкие согласные звуки. Две из них – это буква Ч и Щ. Буквосочетания с этими буквами в словах пишутся без мягкого знака, и вы, ребята, об этом знаете. Но некоторые слова с этими буквосочетаниями произносятся не так, как пишутся. Мы на уроке, ребята, должны сегодня освоить правописание в словосочетаниях ЧН, ЧК, ЧТ, ЩН и НЧ. На уроке, ребята, мы узнаем о буквосочетаниях. Мы научимся с вами различать непарные мягкие щипящие звуки, находить в словах буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН и НЧ. Правильно произносить слова с сочетаниями. Мы сможем с вами, ребята, применять правила написания слов с буквосочетаниями ЧК, ЧН, ЧТ и ЩН. Как часто, ребята, бывает, что самые простые и скучные на первый взгляд вещи оказываются очень интересными и захватывающими. Вот, например, ребята, алфавит. Казалось бы, очень просто. Что же в нем такого удивительного? Буквы поставили в ряд и все, скажете вы. А между тем, если присмотреться, то алфавит, ребята, очень похож на театральную группу. Каждая буква в алфавите – актер. И роли у них у всех разные. Присмотритесь внимательно. Немалая роль в алфавите досталась твердому и мягкому знаку. А вот гласные, ребята, чаруют своим пением. Согласные же, которых в группе больше всего, играют главные роли. Ведь, ребята, любое слово по одним согласным узнать легче, чем по одним гласным. Например, сразу ясно, шкл – это шоколад. В компании согласных звуков некоторые играют две роли, когда обозначают мягкий и твердый звук. Но есть 6 согласных, которым досталась только одна роль. Обозначать или только твердый, или только мягкий согласный звук. Сегодня на уроке, ребята, мы познакомимся только с двумя из них. Это звук Ч и Щ. Эти буквы, ребята, обозначают только мягкие звуки Ч и Щ. Поэтому и мягкому знаку, показателю мягкости, после букв Ч и Щ делать нечего. Здесь для него нет роли. Телеурок. В русском языке, ребята, буквы Ч и Щ часто встают перед буквами Н и К. Иногда даже перед буквой Т. Из-за того, что Ч и Щ всегда обозначают мягкий звук, в буквосочетаниях ЧК, ЧН, НЧ и ЩН после букв Ч и Щ мягкий знак не ставится. Нет в этом никакого смысла. Запомните, ребята, ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН пиши без мягкого знака. Это правило, ребята, известно вам еще с 1 класса.
тучный, скучный и мучной, мощный, точный и речной. Кочки, бочки, точки, дочки и сыночки. Есть в словах ЧК, ЧН и встречается ЩН. Знаем точно, в тех словах мы не пишем мягкий знак. В сочетаниях ЧК места нет для смельчака. Мягкий знак не нужен там, это сразу ясно нам. Некоторые из этих буквосочетаний характерны для определенной группы слов. Так ЧК встречается часто в уменьшительно-ласкательных формах слов. Например, синица, синичка, таблица, табличка, курица, курочка. А вот буквосочетание ЧН нередко используется при образовании слов признаков предметов. Например, сказка, сказочный, рука, ручной, яблоко, яблочный. А буквосочетание ЩН встречается значительно реже, чем ЧК и ЧН. Но его все же можно увидеть, как в словах, обозначающих предмет, так и в словах, признаках предметов. Например, в словах-предметах помощник, сообщник, мощность, сущность. В словах-признаках овощной, жилищный. А вот буквосочетание ЧТ встречается вообще в нескольких словах. Почта, мачта, мечта, чтение, почти, сочти, что. И еще, конечно, в образованных от них однокоренных словах. Например, чтение, чтец, прочти, почта, почтовый, почтальон, мечта, мечтатель, мечтающий, сочти, учти, вычти. Буквы Ч и Щ настолько жизнерадостные актеры, что их улыбка, мягкость передается и стоящим рядом с ними другим согласным звуком. Они в таком соседстве обозначают тоже звуки с улыбкой. Мягкие, согласные. А как же мягкий знак, показатель мягкости? Это же его дело указывать на мягкость согласных звуков, скажете вы, и будете абсолютно правы. Это действительно его дело. Но не в этом случае. Мягкий знак иногда уступает свою роль буквам Ч и Щ, тем более, что они с ней прекрасно справляются. Телеурок. В буквосочетаниях НЧ и НЩ мягкости букв Ч и Щ хватает для указания на мягкость звука Н, обозначенного буквой Н. Буквосочетание НЧ, так же как и ЧК, часто встречаются в словах в уменьшительно-ласкательной форме. Например, блин – блинчик, птенец – птенчик, конец – кончик, венец – венчик. Буквосочетание НЩ нередко можно встретить в словах, которые обозначают ряд занятий людей. Например, играет на барабане –— участвует в гонках – гонщик,
Делает оценку товара оценщик. Работает в бане банщик. Итак, ребята, запомните, в буквосочетаниях ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЩ, НЩ мягкий знак не пишется. Буквосочетание ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ и ЩН – это орфограммы. В русском языке, ребята, как и во многих других языках, есть буквосочетания, произношение которых в словах не совпадают с написанием. Такие слова надо запомнить, они словарные. Если вы уже учили английский язык, то наверняка встречались с такими буквосочетаниями. Однако в русском языке таких буквосочетаний немного. Это ЧТ и ЧН. Вам необходимо выучить их произношение. Нужно обязательно правильно произносить следующие слова с буквосочетаниями ЧТ. Пишем «что», произносим «что». Пишем «чтобы», произносим «чтобы». С буквосочетаниями ЧН пишем «конечно», произносим «конечно». Пишем «скучно», произносим «скучно». Пишем «нарочно», произносим «нарочно». Пишем, ребята, «яичница», а произносим «яичница». Пишем «скворечник», произносим «скворечник». Со многими из того, что вы узнали на этом уроке, вы, ребята, знакомы. Но эти орфограммы настолько важны, что встретиться с ними еще раз крайне полезно. Если вы хотите быть успешными учениками, то запомните народную мудрость. Повторение – мать учения. А теперь, ребята, задание. Прочитайте текст. На место пропусков вставьте нужные буквосочетания. Вспомнили правописание буквосочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЩ, НЧ. А теперь посмотрим на правильный ответ. Улетела ласточка за 3-9 земель. На солнечной поляночке мотыльки и бабочки лакомятся сладким соком из цветов. В лесочке над речкой построена дачка. На дачке живет небольшая собачка. Молодцы, ребята, вы справились с заданием. Очень часто слова «конечно», «нарочно», «скучно» люди произносят с ЧН. Хотя правильное произношение этих слов такое: конечно, нарочно, скучно. Сейчас, ребята, мы с вами потренируемся, как правильно произносить эти слова на примере одного из стихотворений. Я, конечно, не нарочно затолкал кота в буфет. И, конечно, не нарочно съел я килограмм конфет. И, конечно, не нарочно вазу мамину разбил. И уж вовсе не нарочно на ковер кисель пролил. Просто было очень скучно. Ну теперь-то я послушный. Молодцы, ребята! Мы сегодня на уроке
научились различать непарные, мягкие, щипящие звуки, находить в словах буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. Упражнялись с вами в правильном произношении слов с этими сочетаниями. Ребята, вы сегодня замечательно работали. Я вами горжусь. А дома я вас попрошу выполнить мое поручение. Вам надо рассказать родителям о нашем уроке. А мы встретимся с вами на следующем уроке. И у нас урок будет еще интересней. До новых встреч. До свидания, ребят.